Главная тема форума – предварительное голосование перед выборами в Госдуму. Речь зашла и о поправках в антикоррупционное законодательство. Прийти и проголосовать за самых достойных кандидатов от «Единой России», которые войдут в наши предвыборные списки, сможет любой гражданин России. И в этом, конечно, уникальность этого голосования. Никто из политических партий раньше не допускал посторонних к этому процессу. Никто. Но «Единая Россия» решила положиться в этом вопросе именно на мнение своих избирателей. Убежден, что такой подход открывает перед гражданскими активистами уникальную возможность. Не просто наблюдать за тем, как работает политическая система, а участвовать в создании этой политической системы. Теперь требования для участия в предварительном голосовании будут едиными для всех. Участие в отборе кандидатов смогут принять те, кто обладает правом голоса. В праймерис будут допускаться лишь кандидаты, не имеющие судимость. Главная цель такой системы – поиск новых людей, которые станут достойными политиками, говорят организаторы. Тема насущная и показывает, что действительно «Единая Россия» стремится, чтобы депутаты всех уровней попали люди, которые пользуются уважением среди населения и будут проводить именно ту политику, которая востребована в народе. Говоря об антикоррупционных изменениях, теперь депутатам всех уровней необходимо подавать декларацию о доходах и имуществе. Если парламентарий не представит соответствующие документы или сделает это не вовремя, то будет освобожден от должности. Также депутаты не могут иметь активов за пределами нашего государства. Я хочу сказать, что это первое такое мероприятие, которое партия провела, форум секретарей первичных организаций. Они живут на земле. Они в районах, в городах, в селах, поэтому они лучше знают потребности населения, что думают там о выборах, что думают о партии, как партийные ячейки функционируют. Поэтому в этом плане очень полезно. Выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2016 года, а праймерис состоится в мае. Розана Цамаева, Адам Чекуев и Абубакар Абазов. Новости.